Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Министерство транспорта выполнит поручение президента Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста с опережением графика. 19 марта 2014 года президент Владимир Путин поставил перед Министерством транспорта задачу построить через пролив мост в двух вариантах – автомобильном и железнодорожном. В августе 2014 года глава государства утвердил проектную документацию по возведению мостового перехода с автомобильной трассой и электрифицированным и железнодорожными путями. Крымский мост протяженностью 19 километров, самый длинный в России и Европе. Автомобильная часть моста заработала в середине мая 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается. Открытие железнодорожного сообщения было намечено на декабрь 2019 года. Минэкономразвития России подготовила механизм предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства при выходе на рынок ценных бумаг. Соответствующее постановление правительства России было разработано для реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Представители малого и среднего бизнеса, которые осуществляют деятельность в сельском хозяйстве, строительстве, обрабатывающей промышленности и других приоритетных отраслях, получат возможность получить субсидию до 1,5 миллиона рублей в рамках компенсации затрат на внесение в биржевой список акций и облигаций, а также в размере 70% выплат по ставке купона по облигациям. Планируется, что в 2019 году при реализации новой меры поддержки совокупный субсидируемый объем выпуска акций и облигаций составит до 1 миллиарда рублей, подчеркнули в Минэкономразвития. Этот механизм субсидирования предусмотрен вплоть до 2024 года в рамках нацпроекта. Чистый отток капитала из России в период с января по апрель 2019 года увеличился в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем средств составил 34,7 миллиарда против 18,5 миллиардов долларов годом ранее. Рост показателей объясняют увеличением чистого приобретения иностранных активов банками на фоне сокращения внешних обязательств. В то же время профицит внешней торговли России в январе-апреле 2019 года увеличился на 4,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 62 миллиарда долларов. В первом квартале 2019 года российские компании практически прекратили приобретать иностранный бизнес. Общий объем сделок составил 6,8 миллиона долларов, что стало вторым самым низким показателем за 2 десятка лет. Меньше было только в первом квартале 2017 года, когда не произошло ни одной сделки. Республика Саха-Якутия не планирует снижать свою долю участия и долю улусов в алмазной провинции в уставном капитале Алроса. Напомню, доля Республики Саха-Якутия в уставном капитале Алроса составляет 25,2%. Доля 8 улусов Якутии – 8,3%. Являясь крупнейшим акционером одного из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов и производства бриллиантов, Якутия в этом году впервые приняла участие в видеоконференции Алроса с инвесторами компаний со всего мира. Отвечая на вопросы инвесторов, Айсен Николаев подчеркнул, что республика удовлетворена новой дивидендной политикой, утвержденной в 2018 году, в соответствии с которой дивиденды выплачиваются дважды в год, а в качестве базы расчета дивидендов используется свободный денежный поток. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия разработало региональный паспорт проекта «Чистая вода». Документ регионального проекта согласован с Министерством строительства и ЖКХ России и утвержден главой республики. По итогам подготовительных работ и инвентаризации объектов водоснабжения планируется разработать проект республиканской программы по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения. В итоге доля населения Якутии, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 75,8%. Напомню, текущее значение в республике – это 59,8%. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.